Здравствуйте, уважаемые участники тестирования! Мы рады приветствовать вас в Центре тестирования Государственной кадровой службы Кыргызской Республики. Для начала большая просьба: отключите ваши мобильные телефоны и уберите со стола лишние предметы. Вы только что прошли идентификацию, и вам был открыт доступ к системе тестирования. С этого момента запрещается ходить по залу и выходить из него, менять свои места. Камера, расположенная перед вами, будет фиксировать все ваши действия до завершения тестирования. Видеозапись вместе с результатами будет сохранена в базе данных. На экране вы видите таймер, который показывает, сколько минут осталось до начала тестирования. Здесь же вы можете выбрать язык для прохождения тестирования – кыргызский или русский. По истечении времени вы должны нажать на кнопку «Начать тестирование» и войти в систему. Отсчет времени первого теста начинается в точно установленное время. Оставшееся время с одного теста не переводится на другой тест. Тестирование состоит из трех видов, которые вы проходите последовательно: основной тест, предметный тест, логический тест. Первый тест основной. Далее, для того, чтобы перейти с основного теста на предметный, вам необходимо набрать 50% проходной балл, дав верные ответы на не менее чем половину вопросов. Аналогичный проходной барьер установлен и для перехода с предметного теста на логический тест. В основном и предметном тестах за каждый правильный ответ присваивается 1 балл. После того, как вы вошли в систему, откроются вопросы основного теста. В центре экрана вы увидите вопрос, на который нужно ответить. В левой части экрана вы увидите следующее: таймер отсчета времени от начала до окончания тестирования. Ваши данные. Должность, на замещение которой вы претендуете. Вид теста. Наименование нормативного правового акта, по которому составлен вопрос. Общее время начала и завершения тестирования. Финальная кнопка «Завершить тест». В правой части экрана расположена нумерация вопросов. Если вы хотите ознакомиться с полным перечнем вопросов, необходимо нажать на кнопку в правом верхнем углу, и вы увидите содержание всех вопросов. Вопросы отмечены жирным шрифтом. После того, как вы ответите на вопрос, шрифт станет стандартным. В верхней части экрана можно проследить, на каком вопросе вы находитесь. Здесь же расположены кнопки для перехода на другие вопросы. Также у вас есть возможность произвольно выбрать вопросы из списка, то есть отвечать на вопросы в свободном порядке, а не строго по списку. При выборе вариантов важно знать следующие правила. Круглые гнезда для флажков означают, что правильным может быть только один ответ. Квадратные гнезда означают, что данный вопрос может содержать несколько правильных ответов, или правильными могут быть все варианты ответов. Система тестирования засчитывает ответ правильным лишь в том случае, когда отмечены все правильные варианты ответов. При выборе вариантов ваш ответ сохраняется автоматически. После того, как вы ответите на все вопросы, у вас будет возможность до истечения времени вернуться и изменить варианты ответов. Но если вы хотите завершить процесс тестирования, вам необходимо нажать на кнопку «Завершить тест». Если вы набрали проходной балл основного теста, то можете переходить на предметный тест. Если вы не прошли тест, не преодолев пороговый барьер, вам необходимо ознакомиться с результатами, забрать свои личные вещи и незамедлительно покинуть зал, не мешая другим конкурсантам. По истечении времени система тестирования автоматически переводит или завершает тест, невзирая на то, дали ли вы ответ или нет. Поэтому следите за таймером. Следующий за основным тестом – предметный. Правила выполнения предметного теста аналогичны тем, которые установлены для прохождения основного теста. После того, как вы ответили на все вопросы, набрали пороговый балл, система переведет вас на логический тест. Логический тест определяет уровень общих способностей и состоит из 50 вопросов. Время выполнения – 15 минут. Размер коэффициентов ответа – 0,6. То есть за один правильный ответ дается 0,6 балла. Проходной балл отсутствует. Вопросы логического теста расположены сверху вниз. Вы можете прокрутить колесиком компьютерной мыши вниз и перейти на следующий вопрос,
или воспользоваться кнопками «Предыдущий вопрос» и «Следующий вопрос». Ответьте на столько вопросов, насколько сможете. Если вопрос покажется для вас трудным, пропускайте его. Не задерживайтесь на одном вопросе долго. Работайте как можно быстрее. Если останется время, вы можете вернуться к любому вопросу. После того, как закончите тестирование, необходимо нажать на кнопку «Завершить тест». Система тестирования представит перед вами суммарный результат всех 3 тестов. Прокрутив компьютерной мышью вниз, вы можете просмотреть результаты каждого теста. После ознакомления с результатами вам необходимо забрать личные вещи и покинуть зал. Результаты тестирования будут направлены на вашу электронную почту, адрес которой вы указали в конкурсных документах, а также размещены на официальном сайте Государственной кадровой службы. К этапу собеседования допускается только один кандидат, набравший наибольшее количество баллов. Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их до начала тестирования. Во время выполнения теста вопросы задавать нельзя. Также во время тестирования запрещается ходить по залу без разрешения администратора, переговариваться с другими участниками, смотреть на другие мониторы, открывать другие программы в компьютере, пользоваться аудио-видео записывающими устройствами, шпаргалкой и гаджетами. При несоблюдении перечисленных правил будет составлен акт, а конкурсант будет отстранен от тестирования. В случае технических неполадок поднимите руку. Если у вас неудовлетворительное самочувствие, сообщите администратору об этом до начала тестирования. Желаем успехов!